Привет, друзья! Салем Дастар, меня зовут Туяра, и я родом из Якутии. Что такое Якутия? Якутия — это вечная мерзлота, зима длинная 9 месяцев, холода и морозы. Я там жила, родилась, и с недавних пор, а именно уже 3 года, я живу в Казахстане. Так как я человек из зимней страны, живущая в таком зеленом, цветущем городе Алматы, я до сих пор не могу привыкнуть этому невероятному фантастическому изобилию цветов и ароматов, которые появляются весной. Каждый год я не могу пройти мимо ни одного кустика, цветочка и дерева, чтобы не подойти, не рассмотреть все, как она растет, как она пахнет, потрогать подушечками пальцев, потому что это каждый раз вызывает во мне какой-то дикий восторг от всего этой красоты и видеть, как это перед глазами у тебя происходит смена, быстрая смена сезонов. Наша прогулка сегодня прошла в ботаническом саду города Алматы. Я не буду рассказывать историю этого потрясающего парка, но он очень красивый. И если вы собираетесь в Алматы, я от души рекомендую сюда обязательно сходить, посмотреть, полюбоваться. Мы в этот раз целенаправленно пришли увидеть и полюбоваться цветением магнолии. Каждый год я, как рыбка Дори из мультика «В поисках Немо», забываю, как это красиво, как пахнет магнолия, как цветет вишня, как все здесь цветет красиво. Потому что, реально я не знаю, что... Я думаю, я даже уверена, что никогда не привыкну к такой зелени, такой красоте природы, и независимо от того, где я буду жить, буду ли я здесь в Алматы жить или в другом городе. Весна в Якутии тоже потрясающая, но все равно это апрель месяц, а в апреле в Якутии еще лежит снег, а я гуляла вот по такому саду, где все цветет и пахнет, это классно. И мы в этот раз ходили в сад именно утром. Я хотела, чтобы в это время было поменьше людей, и нам действительно это повезло. Мы с детьми прошли и ни с кем не толкались, могли наслаждаться плаванием рыбок, ходить спокойно, фотографировать, снимать и просто сидеть, любоваться красотой цветения природы. Мне кажется, ботанический сад красивый по-своему в любой сезон. Все цветы и деревья, они в течение года меняются, и все лето. Каждый раз, когда ты приходишь на прогулку, здесь все меняется и не надоедает ни в коем случае. Наоборот, становится даже еще лучше. Здесь очень спокойно, можно посидеть, действительно отдыхать глазами. Здесь еще красивый вид на горы, но здесь на видео это я не сняла. Есть еще живность разная, лебеди. Детям здесь очень нравится гулять, потому что классно все это смотреть, изучать, тем более после зимы тут какие-то червячки, жуки появились, и они всю прогулку копошатся сами, там копаются в земле, лазают по деревьям, им все интересно. А я просто хожу за ними и наслаждаюсь такими потрясающими видами. А мне, например, еще интересно, как называются все эти растения. Столько в мире красоты, столько зелени, и современному человеку нужно на самом деле знаний очень мало, как действительно все это называется, и поэтому прогулка для меня еще становится такой прям изучением ботаники. Например, во время этой прогулки я узнала, что магнолия ядовитая. Не надо ее сильно нюхать, оказывается, и принюхиваться, хоть и аромат он потрясающий такой,
изысканный, очень насыщенный и очень чувственный аромат, но не надо к ним принюхиваться. Но по-якутски я очень люблю вот такие, наоборот, маленькие полевые цветы, и они вызывают во мне еще больше восторга. Я не знаю, да, магнолии, они красивые. Здесь вообще очень много цветов растет, но вот такие простые полевые цветки, они как-то мне ближе. И я еще все равно хожу, ищу глазами подснежники. Это не подснежники, это, скорее всего, виды тюльпана, как я поняла. Но все равно вот у нас в Якутии первый цветок — это подснежник, он вырастает прямо через снег и лед, и поэтому как-то я все равно ищу вот свои желтые или фиолетовые подснежники, просто по привычке. Ну, эти товарищи просто так они копошатся по земле, там что-то ищут, спасают своих червячков и жуков. И они так и просидели, а я ходила, все это снимала. И их между делами. Ну, детям классно здесь, конечно, гулять. И, кстати, вход в ботанический сад, он платный. В принципе, он не такой дорогой. Есть кафе, здесь все убираются, здесь очень чисто и безопасно для прогулок. Я ранее говорила, что смена сезонов здесь очень быстро происходит. За пару дней до нашей прогулки в Алматы был сильный ураган, а на утро мы проснулись, и все уже зеленое было, все цветет и пахнет, и прям очень много красоты появилось, и буквально после этой прогулки на следующий день я выхожу к себе во двор и вижу, что уже сирень расцвела, и прям вовсю летает у нас во дворе ароматы уже сирени. Кстати, вот эти цветения, все эти прекрасные цветущие деревья можно найти не только в ботаническом саду. Они растут и просто на улице, просто в обычных парках и скверах. Такое тоже есть, но здесь, конечно, больше. Но все равно есть шанс во время прогулки по городу Алматы встретить вот такие цветущие деревья. Сакура прям самая настоящая, она как в фильмах. Я свою первую сакуру, цветы вишни, увидела в Китае, как раз таки тоже в марте месяце в городе Пекин. Но с тех пор в любом городе, где я бываю, стараюсь найти вот эти деревья. И здесь на самом деле действительно как в сказках, как в мультиках, я не знаю, как в аниме, как подует легкий ветерок и сразу сыпется дождиком эти прекрасные лепестки. Вот. Очень романтичная прогулка была. Если вдруг вам понравилась прогулка со мной по цветущему городу Алматы, то, пожалуйста, подписывайтесь, поставьте лайк и в комментариях поделитесь еще более интересными местами по городу Алматы.